Уже в преддверии Дня охотника на территории Ленского района прошли соревнования по стрельбе из охотничьего оружия. Участие в них приняли 6 команд. За спором мужчин называться лучшими охотниками наблюдал наш корреспондент Сергей Евсюков. В этом году праздник Баянай, как и большинство республиканских мероприятий, приурочен к великой дате – 70-летию Победы. Это наши деды, прадеды, отцы, которые участники Великой Отечественной войны и Трудового фронта, были в первую очередь охотниками. Они умели охотиться, и когда понадобилось их навыки и умения защиты Родины, они не стали. А еще проведение Баяная – это хороший повод для развития и поддержки обычаев народа Саха и традиционных правил охоты. Что перенять опыт наших стариков, охотников, которые занимались в течение нескольких веков, даже тысячелетий, охотились и этим выживали. Но сегодня соревнования, поэтому мишень не настоящая. Хотя и не стандартная, круглая с яблочком, а с очертаниями реального хищника. Охотник должен знать, куда стрелять. Здесь градация четкая, то есть позвоночник у нас, скажем, 10 баллов, да, сердце 10 баллов, где-то поменьше, где-то побольше. Как и рассчитывали организаторы, настоящих охотников не проведешь. Уж они-то точно знают, куда стрелять и где самые уязвимые места зверя. Первый вид конкурса «Стрельба из винтовки с расстояния 120 метров» доказал это воочию. Целился в лопатку переднюю. То есть вы знаете, куда именно надо стрелять? Да, медведя, примерно, да. Вот как раз там, по-моему, самые большие очки за лопатку Да, идут. Вы знаете. Ну, позвоночник, да, голова. Во втором виде конкурса «Пулевая стрельба с расстояния 60 метров» мишень местами и вовсе изрешетили. Охотники вновь били прицельно и куда надо. Даже молодые промысловики оказались на высоте. Из 5 выстрелов 4 легли точно в цель. Целился в район сердца и попал как лопат. В следующем виде соревнований стрельба из тозовки мишенью стала птица. Импровизированный бумажный глухарь. Здесь также на огонь давалось время и 5 выстрелов. Заключительным этапом соревнований был самый сложный вид стрельбы – спортинг, или иначе стрельба по тарелочкам. Для многих летящая в воздухе мишень стала настоящим испытанием на умение быстро и точно поражать цель. В итоге увлекательной и разнообразной стрельбы в каждом виде соревнований был определен победитель. А вот в командном первенстве, судьба которого решалась на следующий день в Наторе, золото завоевала команда Чимчи. Но ровно через год право называться лучшими вновь будет оспорено. Состоится очередной 4-й районный конкурс, посвященный республиканскому празднику Баянай.